Всем привет, меня зовут Александр, компания «Центр домостроения». Мы находимся в селе Выльгар. Здесь мы продолжаем строительство вот такого шикарного дома. Очень интересный дом. Посмотрите, основные параметры дома 8×8. Но у него есть крылечко. Смотрите, какое закрытое, да? Потом балкончик очень красивый. Можно любоваться красотами, видами, да? И большая угловая терраса. То есть в кухне приготовили себе чаек или кофеек и пошли любоваться своим садом. Ну же для кайфа. Вот дом для жизни, дом для кайфа. Посмотрите, как выглядит первый этаж, какая красота. Экология, природность, естественность. Вот, наверное, вот эти слова подходят этому дому. Экологичность. Вот древесина, она выделяет смолы, экстракты, благоприятно воздействующие на организм человека. То есть это не в бетонке жить, каких-то в химических домах. Это природное, это же дерево, это природный материал. Выделяет еще смолы, которые вот эти экстракты вы будете вдыхать и оздоравливаться. То есть благоприятно влияет на организм человека. Это круто, это круто. Поэтому если есть даже люди с бронхитом, здесь живут очень прекрасно. Посмотрите, как выглядит деревянный дом. Посмотрите, какие красивые стены. Я бы сам обязательно взял бы болгарку, круг 120-ку, сотку, вот этот лепестковый круг, и прошел бы все стены. Обязательно бы все прошелся. Это буквально дня 3-4 я бы весь дом шлифанул. За 3-4 дня один шлифанул, гладкие, ровные, аккуратные стены были бы. И чем-то так уже декоративно обработал. Было бы очень красиво, практично. Ну, уже можно использовать этот дом, уже использовать данные стены уже в таком естественном виде. Но посмотрите, как благородно и красиво они выглядят. Не знаю, я тащусь. Я почему и строю деревянные дома. Я люблю деревянные дома. Это естественный природный материал. Я кайфую, работая вот именно с деревом. Ну и вы, думаю, не просто так выбрали дом из бруса. Не просто так. Вы, я думаю, со мной на одной волне. Вы тоже любители дерева. Годичные кольца можно посчитать, да, то есть все в торце, все видно. Вот посмотрите, какой красивый брус, да, изнутри. Смотрите, какая красота. Очень красиво. Блин, это кайф. Деревянный дом это кайф. Это кайф, это точно. Давайте пробегусь еще, покажу качество. Вопрос красоты, конечно, важен, но я думаю, важен еще вопрос качества. Понимаю, что мало кто в этом глубоко разбирается, понимает, внешне все дома у компаний, допустим, одинаковые. Внешне они, но одинаковые они только могут быть внешне. Потому что насколько человек вкладывает душу, и дьявол кроется в мелочах, насколько комфортно, уютно вам будет жить в доме, насколько он будет качественным, это все зависит от мелочей. Тут мелочь, тут. И получается или сарай, который вы захотите потом продать, или дом, в котором жить, кайфовать, любить. Давайте покажу. У нас идут... Вот. У нас идут мощные сваи 200 на 200 или 150 на 150. Это зависит от грунтов. Как еще? Далее посмотрите, вся стыковка обвязочного бруса идет только по центрам свай. Далее все угловые соединения вот мы крепим. Так, снизу идут глухари, у нас скрепляет оголовник сваи с брусом. Далее
Мы уголками усиленными еще скрепляем все угловые соединения и еще строительными скобами. То есть у нас ничто никуда никогда не уйдет. То есть обвязка у нас такая литая получается, мощная, хорошая. Далее я стою, и вот видно половые лаги с обоих сторон. Расстояние между лагами 580-590 миллиметров. То есть это уже чуть-чуть на несколько миллиметров, чем ширина утеплителя. То есть вы, когда будете укладывать утеплитель, то есть мы уже заранее это сделали под утеплитель. Вам не придется чего там придумывать, подрезать. Мы этот геморрой уже с вас сняли. Мы заранее заложили шаг-лак под утеплитель. И он ложится так плотненько-плотненько в распор, но не подгибаясь. Это, блин, это классно. То есть он классно сядет. Кроме того, высота утепления будет 20 сантиметров. Пятнашки не хватает, поверьте мне. Вот 20-ка это минимум. Это базово надо всегда делать. Тут в дальнейшем пойдет пленка. Снизу еще обрешетка, чтобы эта пленка не провисала. Тут пойдет утеплитель. Потом опять пароизоляционная пленка. Вент, зазор. И потом фанера. Ну и на фанеру уже чистовой материал, что захотите. Вот такой пирог. Далее брус. Обратите внимание на брус. Это первый, второй сорт пиломатериал. А хвойная порода, преимущественно сосна. Да, я отмечу, про лаги-то не сказал. Это лаги большого сечения. Это не 100 на 150, которые прогибаются на длину пролета в комнате на 4 метра. Нет, эти лаги не прогибаются на 4,5 метров. То есть, а у нас комната 4, то есть с запасом. Понимаете? С запасом. То есть все прочно, все надежно, все очень хорошо. Далее внутренние стены. Они тоже у нас из бруса, как и внешние. 150 на 150. Потому что на них идет вся масса уже стен второго этажа. Поэтому уменьшать сечение нельзя. Ну, уподобляться там к этой экономии глупой. Нет, зачем? 100 на 150, не надо такого делать. Тем более такие стены ведет. 150 на 150. Хорошая стена. Надежная стена. Меньше уже нельзя делать. Ну не надо. Можно, но это глупая экономия. Идем дальше. По второму этажу у нас тоже лаги 100 на 200. Мощные. Мы применяем очень много крепежных элементов. Видите, даже вот по образке. А для чего они здесь нужны? Объясню. А у нас здесь идет лестничный марш. Вот прям вот в этом месте. То есть наш инженер-проектировщик Сергей, он когда проектирует дом, уже считает высоту ступеней. Как пойдет лестница с вами. Очень долго. То есть, ну, согласитесь, я думаю, все наши клиенты подтвердят, мы очень долго, кропотливо делаем проекты. Очень кропотливо. Делаем, переделываем. Считаем точно, как пойдет лестница, чтобы в дальнейшем у вас не было проблем. Потому что иногда строят быстро, не вдаваясь в тонкости, а потом в этом деле приходится жить. Но дом стоит много миллионов денег, несколько миллионов рублей. Поэтому, я думаю, надо приложить время, ум и один раз сделать хорошо. То есть вложить время в проект. И все. И все. Когда будет четкий проект, мы четко по проекту уже строим, и вы уверены, убеждены. Вот здесь окна, это удобно. Здесь я сделаю такую-то планировку. Здесь у меня стоять кухня, здесь елочка у меня будет стоять. Здесь у мужчины будет телевизор, он будет смотреть футбол. То есть гостиная. Вот у меня будет такая-то спальня. Это идет понимание только с проектом. Проект обязательно нужен, причем нужен не для нас, мы и так можем построить. Проект нужен для вас, для понимания, как вы будете в дальнейшем жить. То есть как расставите мебель, как пойдут коммуникации, в каких местах, то есть какие-то бытовые вещи у вас будут. Где елочка будет та же стоять, понимаете? Это же круто. То есть Новый год, елка, там патефон, камин. Дорогие друзья, смотрите, мы на втором этаже. Обратите внимание на наш перфекционизм. Все под карандашик, все аккуратно. Посмотрите, какие запилы, если присмотритесь. Все четко, нет рваных узловых элементов. Везде еще, где надо, мы скрепляем все строительными скобами, усиленными уголками. Вот сейчас прихватили на саморезы желтые, надежные, но у нас еще пойдут глухари. Правильно, Дмитрий? Правильно, вот человек, который отвечает у нас за глухари. И вот сейчас еще, смотрите, все отмеряем. Сначала чертим. Видите, основной инструмент это карандаш. Это не бензопила, не молоток и не топор, как все думают у строителя. Нет. Основной инструмент это карандашик.
вы, если присмотритесь, всегда в ухе у наших мастеров карандаш. И основной процесс работы с брусом занимает, честно говоря, в основном черчение. Вот пока чертим, вот это время больше всего занимает. А распиловка это быстро. Ну, у нас быстро. Видите, посмотрите на узловые элементы. То есть, посмотрите, везде все угловые соединения, где надо, у нас креплено еще строительными скобами, усиленными уголками. Если посмотрите, в том углу то же самое. Видите, обязательно. Крепежки применяем очень много. Привозим коробками. Это везде. Вот крыша только начинает. Видите? Вон крепежных элементов у нас сколько. Везде по кровле применяем очень много, чтобы было все надежно на века. Посмотрите, какие мощные стойки у нас идут, да? Мощный конек, на который будут упираться уже наши стропильные ноги. Ну и везде крепежка. Все по максимуму, все надежно. Ну что, дорогие друзья, как видите, работа идет. Идет весьма неплохо, быстрыми темпами и качественно. Так что, если вам необходимо построить дом, ну, вы знаете, куда обращаться. Компания «Центр домостроения». Город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 48 47 48. Приходите, проконсультируем, все вам посчитаем, все расскажем, все покажем. Ну, а вы уже принимаете решение. Мы будем рады, если выберете нас, а мы строить умеем, для строительства вашего дома мечты. Приходите с радостью, с душой, качественно построим вам дом и ответственно. До встречи. До встречи на консультации. Пока. На консультации. Что, кружки, как так? А это зачем делаешь? Дисковое пиление, полоса больше, это маленькая полоска. Ага. Основная доска тут. Чтобы плотно через плотно. Ага. Видите, да, то есть из таких маленьких мелочей и состоит качество вашего дома. Будет продувать он, не будет продувать. Вот тут подточил, тут обратил внимание. Материал не идеален. То есть вот сейчас мастер взял и топориком немного выровнял доску. Вот эти есть мелочи. Вот в этом и проявляется качество, я думаю. Представляете, на каждом этапе. То есть не халатно или как-то так отнестись, да, а поправить, подделать, исправить, улучшить. Правильно запилить, нужный саморез вкрутить, надежно глухарь закрутить, везде уголки сделать, пропилы в нужных местах, хорошо все закрепить, и получается надежный вот такой дом. Уютный, крепкий, надежный, хороший дом. Это мелочи, я думаю, все зависит вот именно от таких мелочей. Ну и как видите, мы обращаем внимание на это мелочи, наверное, вот вы это видите и приходите к нам. Это дорого стоит, что вы доверяете нам вы доверяете нам свои дома, вы доверяете, можно сказать, часть вашей жизни нам, потому что это очень большое серьезное вложение. Средний чек, вот средняя стоимость дома у нас где-то 1,5 миллиона рублей. То есть это большая очень, ну для меня точно сумма. То есть вы нам доверяете эти деньги, мы строим вам дом вашей мечты. Поверьте, мы стараемся сделать очень надежно, очень качественно. Все наши плотники, вся наша команда. То есть у нас сейчас работает 4 бригады. У нас работает очень плотный инженер-проектировщик, то есть он детально выслушивает все ваши пожелания, делает и согласовывает с вами проект вашего будущего дома. Это абсолютно бесплатно. Далее у нас снабженец Роман
ищет вот такой пиломатериал, его сложно найти в Сыктывкаре такого уровня. Это под наши требования, под наши хотелки. То есть этот материал чуть выше уровня, ну, сыктывкарского, то, что у нас есть на пилорамах. Очень хороший, первый, второй сорт. Свежий, чистый, аккуратный, приятный. Ни обзола, ни грибка, стараемся вот такой свежак вам привозить. Я не думаю, что кто-то из такого уровня пиломатериала строит. И плюс наши профессиональные мастера. Приходят с профессиональным инструментом, своими золотыми руками и ответственно, своей светлой, надежной, ответственной головой, золотыми руками возводят вам дом. Получается дом мечты. Дом мечты.